Участники научно-практической конференции «Шаг в будущее» ознакомились с проектами резидентов детского технопарка «Кванториум». Вместе с конкурсантами на проекты смогла взглянуть и наша съемочная группа. Проекты в дополненной реальности и IT наиболее популярны среди участников конференции «Шаг в будущее». Юные исследователи ищут ответы на свои вопросы. Кто-то изучает изменения озер и их влияние на климат, кто-то придумал переносной лыжный станок, кто-то хочет создать новую видеоигру без языков программирования. Возможно ли создать видеоигру без программирования? Да, сейчас в настоящее время есть большинство редакторов, типа Arcade Game Studio, Game Editor, Unity 3D и так далее. Я пытался создать игру в одном из этих редакторов. Хотя это было очень сложно, но я еще не сделал. Я дошел только до третьего этапа. В Кванториуме преподаватели помогают детям реализовывать свои проекты. Обучение может длиться от 72 часов до нескольких месяцев, в зависимости от сложности проекта. А потом они могут выбрать себе другое направление. Мы занимаемся тем, что разрабатываем приложения именно для этих технологий виртуальной дополненной реальности. Ну, а также снимаем видео 360 градусов. Основную часть времени они проводят за компьютером, моделируют. То есть, чтобы создать приложение дополненной реальности или виртуальной реальности, нужно сначала создать 3D-модель. Вот этим занимаются. Затем они программируют, также занимаются, соответственно, монтажом еще видео. Всего в детском технопарке 9 различных направлений, из которых ребенок может найти себе занятия по душе. Набор детей в Кванториум производится 2 раза в год, в январе и в сентябре. Например, в IT-квантуме дети учатся программировать, создавать свои программы, игры, учатся схемотехнике, они сами могут создавать компьютеры, такие проекты, как «Умный дом», «Умная теплица» и так далее. IT, наверное, один из самых популярных, а так все наши квантумы постоянно, забиты детьми, да, потому что они очень, техническое направление очень развивается, поэтому дети с удовольствием к нам приходят, сами работают, даже во внеурочное время приходят и занимаются своими проектами. Подрастающее поколение активно интересуется новыми технологиями и уже создают проекты, которые будут востребованы и будут активно применяться на практике. При этом сами ребята учитывают и возможность монетизации своего проекта. Мы хотим реализовать, патентировать наш проект и реализовать на продаже. По мнению экспертов и членов жюри, именно практическое применение научных проектов участников конференции «Шаг в будущее» имеет главную ценность. Сусанна Рожина, Илья Сыромятников, Якутск.